В прямом эфире «Чеченские вести» я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 30 января? Вера в возможности человека. Это чудо, которое возникает, когда люди очень хотят, чтобы это чувство свершилось. Спектаклем по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившее чудо» распахнул грозненский занавес Осетинский театр. Герои на все времена. Здесь еще учился Хасан. Это была жизнь обычного школьника. Уроки, перемены. Никто не мог подумать, что все обернется именно таким образом. Медина Мударову поделится подвигом пожарного Хасана Кааева, ценой своей жизни спасшего тысячи людей. Созвездие талантов. Творчество – это очень важно. И для молодежи все равно какая-то связь идет с предками. В Грозном состоялась выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Подлинная и необыкновенная автобиографическая история слепоглухонемой девочки и ее учительницы конца XIX века ожила на грозненской сцене благодаря Осетинскому театру. Основой пьесы Уильяма Гибсона послужила реальная судьба ученой и писательницы Хелен Келлер. Это история о зверином и духовном началах в людях, а также о том, что вера в возможности человека является бесконечной. Валентина Гусевская, как даже самое невероятное может стать реальностью. Академический театр имени Евгения Вахтангова из Владикавказа впервые приехал с гастролями в Чеченскую Республику. Показ спектакля прошел в Государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова. Вот наши приехали два замечательных гримера-пассажира. Знаете, как в магазине, где пишут «улыбнитесь, вас снимают», камеры стоят, ну, чтобы никто ничего случайно не вынес по забывчивости. Девочки, улыбнитесь, вас снимают. Вот видите? За час до представления артисты наносят грим и готовятся к выходу на сцену. В зале же полный аншлаг. Начало ждут истинные ценители театрального искусства, в числе которых министр культуры Иса Ибрагимов. Спектакль «Сотворившее чудо» по пьесе Уильяма Гибсона основан на реальной истории слепоглухонемой девочки Элен Келлер. Однако ее отношение к миру меняется с приходом учительницы мисс Анны. Чудо. Это чудо, которое возникает, когда люди очень хотят, чтобы это чувство свершилось. Знаете, как говорил Балконский своему сыну в «Войне и мире»? Для того, чтобы выиграть сражение, надо хотеть его выиграть. Мы приехали на один спектакль. Я очень надеюсь на то, что мы еще приедем, так же, как ваши ребята приедут к нам. Методика обучения всей семьи Келлеров кажется странной, но только до появления поразительных результатов. Когда мне сказали, что я буду играть Элен Келлер, то, конечно, мне было интересно почитать историю этой девочки, потому что это же на подлинных событиях, на реальных событиях история. И стала изучать, что за человек, как это было. И у нее были свои собственные дневники, она вела свои дневники, вот эта девочка, Элен Келлер. Сложные взаимоотношения учителя и ученика переходят в победу над собой и трудностями. Дополняют восприятие истории декораций и полное погружение в роль актеров. Действие сюжета разворачивается на сцене, разделенной на условные локации. Сейчас мы находимся в роскошном особняке, но стоит сделать шаг, как оказываемся в оранжерее. Спектакль стал частью обменных гастролей по культурному взаимодействию и укреплению связей между регионами. Он прошел в рамках мероприятий культурной столицы России Грозного. Статус очень серьезный, ответственный, но тем не менее мы счастливы, потому что мы всегда хотим проявить себя, продемонстрировать свою культуру не только жителям Грозного и республики, но и гостям. И у нас появилась возможность принимать гостей, принимать театры. Будут гастроли и других театров с помощью Всевышнего. И сами будем гастролировать, будем ставить новые спектакли. Будет новые 3 премьеры в этом году. Ну, я думаю, что и в разы больше будет показов разных. И самое главное будет в сентябре
большой фестиваль, уже 6-й по счету, Всероссийский фестиваль национальных театров Федерации. Городом Грозным были восхищены и артисты театра. Несмотря на соседство регионов, многие оказались здесь впервые или после долгого отсутствия. Конечно же, мы соседи, мы живем недалеко друг от друга. И получилось так, что я никогда не был в Грозном. И посетил Грозный вот первый раз. Я под большим впечатлением. У вас прекрасный город, прекрасные люди, прекрасный театр. И вот надеюсь, что сегодня вахтанговцы оставят и свой хороший след в вашем замечательном театре. А я выросла в этом городе. Меня на лето отправляли сюда. Только с 92-го года я здесь не была. И я так мечтала сюда попасть. За высокий вклад в театральное искусство министр культуры Иса Ибрагимов наградил художественного руководителя театра Вахтангова медалью. Всему коллективу было вручено благодарственное письмо. Нам очень приятно видеть такой красивый спектакль в нашем знаменитом театре Нуродилова, в лице вас, Владимир Иванович, что вы собрали таких хороших актеров и такой душевный спектакль. Спасибо еще раз зрителям и вам, что подошли так искренне от души. Спасибо еще раз. Награждается медалью Министерства культуры Чеченской Республики за высокие достижения Уваров Владимир Иванович, художественный руководитель, директор государственного бюджетного учреждения культуры, ордена Трудового Красного Знамени, Русский театр имени Евгения Вахтангова. По достоинству оценили постановку зрители. Трогательные и жизненные моменты не оставили их равнодушными. Я даже прослезилась. Все-таки только мама могла верить в успех своего ребенка. Замечательно. Мне очень понравилось. Мне понравился спектакль. Я впервые в этом театре. Понравился сюжет. Я специально взяла своего ребенка. Здесь есть воспитательные моменты. И, в общем, положительное впечатление. Я даже не думала, что так будет интересно. Очень хорошо поставлен спектакль. На протяжении всего года жителей и гостей региона также ожидают новые и уже полюбившиеся постановки и культурные события. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Им рукоплескали на самых престижных сценах – лондонском королевском Ковент-Гардене, итальянском базилике Санта-Марии-Новелла, но громче всех приветствовали на родной чеченской земле. Государственный академический ансамбль «Танца в войнах» провел очередной концерт. Изящество, грация, великолепие костюмов, мастерство артистов и все это под зажигательной мелодией. О танце, каждый элемент которого олицетворяет философию народа, Мадина Уцалчиева. Грация и ритм. Танцы всегда занимали важное место в жизни чеченцев. Национальное искусство народа на протяжении многих лет бережно хранит и демонстрирует Государственный академический ансамбль «Танца в войнах», известный не только на родине, но и далеко за ее пределами. На протяжении многих лет ансамбль радует своих зрителей яркими выступлениями, сохраняя и приумножая богатое наследие чеченского народа. В очередной раз он продемонстрировал свое величие в новом сольном концерте. Чеченский танец – это не просто набор движений. Со сцены артисты рассказывают целую историю на основе нахского эпоса. Переживаешь за каждого артиста, ты переживаешь за каждый их шаг, ты переживаешь, чтобы не получить травму, чтобы ребята не получили. И очень трепетно относишься к этому. И за каждое переживание стоит очень большая работа, которую мы делаем перед этим концертом. Артисты репетируют ежедневно по несколько часов, чтобы в итоге зрители увидели на сцене феерическое выступление. Грация движений, потрясающая пластика девушек и почти акробатическое исполнение элементов лезгинки парнями. Однако каждый выход на сцену ощущается как первый. Каждое выступление, он и не хуль, он даже без волнения не бывает, но так как уже опыт есть, работаю уже много лет в войнах, и я справляюсь с этим, готовимся тщательно. Бывает, мы один танец проходим несколько раз, в любом случае без нагрузок не бывает. И мы готовимся именно к выходу, в полную ногу отдачи. Халита нам приходится снова и снова повторять одни и те же движения.
Кавалер ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и Золотой звезды высшей степени Хашемитского королевства Иордании, лауреат премии правительства Российской Федерации, обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей. Все это о нем, о легендарном ансамбле «Войнах». И несмотря на все регалии и достижения, много целей на будущее, ведь совершенству нет предела. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Любовь и предательство, добро и зло. Все эти сложные даже для взрослых людей темы затрагивались в детской интерпретации. В Театре юного зрителя поставили спектакль по сюжету одной из лучших произведений классика «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях». Захватывающий сюжет, удивительная игра актеров и прекрасная музыка. Усвоили ли дети вечные, но простые истины, узнавал Турпал-Али Тайсумов. Произведение великого классика Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» известно всем с детства. Театр юного зрителя порадовал ребятишек постановкой по сказке «Свет мой, зеркальце, скажи». Это история о добре и зле, о том, как мы сами создаем свою судьбу. Она показывает, что люди бывают добрые и злые, учтивые и завистливые. А для исполнителей главное передать всю гамму эмоций актеров, от эпизодических до главных ролей. Они должны верить в чудеса, которые происходят на сцене. И поэтому описать чувства, которые тебя переполняют, что ты должен включить, какие свои актерские навыки ты должен включить, ну, это трудно сказать, что ты именно должен включать. Все свое внимание ты должен посвящать работе на сцене, работе этой главной роли. Сюжет говорит, как люди сплетают узор судьбы и как могут изменить свою жизнь. Все это перенесено на взгляд детей, чтобы они поняли, но не так буквально, как взрослые. Для них главное добро, которое должно восторжествовать. Показывать такие спектакли малышам – это словно самим воспитывать в них лучшее, делится директор театра Ахмедхан Макаев. Каждый спектакль – это каждый раз какой-то новый опыт. Это всегда волнительно для нас, для тех, кто готовит для наших детей, подростков, для нашей целевой аудитории какой-то спектакль. В то же время каждый спектакль – это отдельная история. Это история и некое приглашение наших зрителей погрузиться в мир сказок. И каждая сказка, она всегда о чем? О том, что силы добра побеждают зло. Да и сами юные зрители не первый раз наблюдают подобное. Некоторые рассказывают о спектаклях, которые уже успели им понравиться, поэтому они пришли заново. Я смотрел 3 брат и сестра и много смотрел. Сюжет рассказывает про злой умысел царицы, которая хотела извести падчерицу за то, что та, на ее взгляд, красивее. Отравленная девушка засыпает мертвым сном. На счастье ее находит и пробуждает принц, а царица умирает от злобы и зависти. Справедливость торжествует. Прекрасное исполнение проявляется в каждой сцене, эпизоде и разговоре. Дети смотрят, не отводя взгляд. Сказку читали все, а уж такая ее постановка на сцене точно останется в памяти. Турпал-Али Тайсумов и Сайд-Али Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Продолжаем тему культуры. Ценители искусства получили возможность погрузиться в мир красоты. В Грозном состоялась выставка художественного творчества «Созвездие талантов». Представлены картины, написанные мастихином, изделия из шерстяной акварели и предметы декоративно-прикладного искусства. Репортаж Валентины Гусевской. Под звонкие аккорды вокальной группы «Синтем» прошла выставка художественного творчества «Созвездие талантов» в торговом центре «Грозный молл». Свои работы показали мастера из Чеченской Республики. Центр народного творчества на протяжении долгого времени работает с мастерами. С нами работают мастера, члены Союза художников России даже. Мы стараемся пропагандировать их работы, мы их отправляем за пределы региона, то есть в наших межрегиональных, международных каких-то фестивалях участвуют по направлению Центра народного творчества многие мастера. Но работы ребят, которых вы здесь увидите, то есть это лучшие работы. В числе участников молодые живописцы. Работы Ясмины Сусуркаевой привлекают внимание с первого взгляда. Художницу вдохновляет красота окружающей природы.
С детства мне всегда нравилась сама природа, наблюдать за окружающим миром. Творчество помогает подросткам, вообще молодому поколению продвинуться, реализовать себя, показать себя окружающим людям. Вместе со своей коллегой девушки провели мастер-класс. Картины художниц вызывали интерес проходящих посетителей торгового центра. У Хавы Джабраиловой также свой особенный художественный стиль. Мои картины больше идут с уклоном на нашу войнарскую тематику, так как меня это очень интересует. Я вдохновляюсь именно нашим народом, нашими чеченскими традициями. Декоративно-прикладные изделия показали воспитанники Центра детского творчества из Грозного. Здесь витражи, фенечки из бисера, картины в технике квиллинг. Все работы даже не поместились на выставочный стол. Чеченский национальный борщ, типа шкатулка, да, национальная. Работы в технике барельефа. Есть у нас работы в технике декупажа. У меня очень много направлений, потому что если на одном занятии ребенок занимается только в одном направлении, им бывает скучно. Это техника витраж. В ней нужна рамка и стекло, витражные краски. Мы должны нарисовать рисунок. Потом, когда мы нарисовали рисунок, мы должны витражными красками закрасить его. В студии у меня все любимые направления. Выставка приурочена к году города Грозного и района имени Владимира Путина. Творчество мастеров Чеченской Республики разнообразно и направлено на сохранение культурной идентичности. Здесь мастера изготовили свои работы с национальными элементами. Интерес на выставке к таким изделиям еще выше, ведь за каждой вещью стоит уникальный творческий путь мастера. Помимо посуды из глины, интерес вызывают вязаные из пряжи игрушки, сумки из бисера. На мольбертах картины художников из Наурского района. Народное творчество – это очень важно и для молодежи. Все равно какая-то связь идет с предками. Очень понравилось вот ковры там сделанные. Прям очень зацепило, потому что моя бабушка делала такие же, я это все помню. Подобные выставки дают возможность выявлять талантливых самобытных мастеров широкой аудитории. Валентина Гусевская, Хусейн Муртаханов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К другим событиям. В Грозном состоялась конференция региональных крестьянско-фермерских хозяйств с участием 100 представителей правительства, Министерства сельского хозяйства и банковской сферы. Собравшиеся обсудили меры, необходимые для улучшения работы малых фермерских хозяйств. Вместе с тем, в ходе встречи выбрали делегатов, которые представят республику на очередном съезде Ассоциации крестьянских кооперативов России, который пройдет в Москве в марте. Поставили задачи на следующие и последующие годы. Мы намерены выполнить наказ главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова: ни один метр земли не должен оставаться незасеянным. Мы заверяем и главу Чеченской Республики, и правительство, и парламент, что фермерские хозяйства наряду с другими хозяйствами агропромышленного комплекса обеспечат население необходимыми продуктами и обеспечат продовольственную безопасность Чеченской Республики. Мужественный, порядочный и честный Хасан Кааев навсегда останется в сердце народа как герой, ценой своей жизни спасший тысячи людей. В тот роковой день, действуя осознанно, отважный чеченский парень целенаправленно вошел в пламя, чтобы спасти целые селения. Медина Мударова, человек и жизнь которого стала символом героизма и самопожертвования. Хасан Кааев – молодой парень, спасший сотни тысяч жизней, но при этом прервавший свою. Все произошло 21 октября 1992 года. Это было раннее утро. На улице только светало. На территории нефтепарка номер 2 Грозненского нефтеперерабатывающего завода имени Анисимова вспыхнул пожар. Пламя поглощало все на своем пути. В эпицентре находились 45 огромных резервуаров с горючим топливом. Но самое страшное – рядом стояли емкости с пропаном. Один взрыв и последствия были бы немыслимые. Он стер бы с лица земли 3 рядом расположенных села с населением более 10 тысяч человек. Муса Исуев был коллегой Хасана. Спустя годы картина перед глазами все такая же яркая и ужасная, признается мужчина. Я живу в Алханюрте. От данного пожара, этого первого, третьего парка, буквально 1,5 километра наше село. Под утро все кричат, орут.
горит весь поселок Кирова. Я оделся, побежал туда, пришел, да, действительно, и попал как раз в момент взрыва. Вот эти вот 200-тысячные резервуары, лежаки называются. Это первый, третий парк, там хранятся разные продукты, получают пропан, бутан, изопентан, всякие фракции. Судьба тысячи людей висела на волоске. Единственная надежда спасти город – перекрыть задвижку трубопровода, ведущую к этим резервуарам. Проблема в том, что находилась она в эпицентре пожара. Там температура достигала 1000 градусов. Шаг туда был сопоставим со смертью. Этим добровольцем стал Хасан Каев. Некоторые пользователи с помощью искусственного интеллекта воспроизвели эти кадры. Когда уже после взрыва я оказался там на месте, одного человека, нашего сотрудника, не хватало. Он оказался Каев Хасан. 17 или 18 человек 4-й заводской ожоговой нашли, разной степени ожогами. И мы стали искать. И я наткнулся на него как раз. Да, с позиции его взрывной волной отбросило метров 20-25. И он лежал весь обгоревший. Парень был очень перспективный, любил работу. Мужчине на момент гибели был 21 год. Он проработал в пожарной охране лишь несколько месяцев. Часть, в которой он нес службу, охраняла Грузинский нефтеперерабатывающий завод имени Анисимова. На нефтяных объектах редко случаются пожары, и большая часть службы Хасана прошла в теоретической подготовке. Хасан бы, если был бы сейчас, знаешь, как хорошо. Кааева там написано. Да, Кааева Хасан. Ну, только наш. Да, это наш. В семье Каевых было 4 детей. Хасан, его брат и 2 сестры. После школы он закончил училище и уехал служить в армию в Подмосковье. 2 года спустя он приехал домой и устроился на работу в пожарную часть. У Хасана было много планов на жизнь. Уехать вместе с приятелем в другой город, заняться бизнесом. Но тот роковой день перечеркнул все. На момент, когда это произошло, я была в больнице. Первый год в больнице. Вот это произошло в 4 утра. Вот я помню, я в 4 утра подскочила, я не понимала, что со мной происходит. Вот я билась в окно, но не могла понять, что у меня со мной происходит. Мне было очень плохо. Какая-то тревожная была, все. Но потом отец приехал, сказал, что двоюродный брат в аварию попал. И вот так он меня забрал. Но душа была очень неспокойна. А потом уже вот это вот страшное утро настигла нас так. В честь Каева была названа улица в Грозном, а столичная средняя школа номер 54, в которой он учился, стала местом, где память о нем будет жить вечно. Стены и коридоры насквозь пропитаны воспоминаниями о том времени, когда здесь еще учился Хасан. Это была жизнь обычного школьника. Уроки, перемены. Никто не мог подумать, что все обернется именно таким образом. Парень проучился здесь 11 классов, именно за этой партой в кабинете номер 208. Ляля Курбанова работала в этой школе учителем русского языка. Она вела уроки у многих учеников, но одного из них вспоминает с особой теплотой и болью. Для меня это большой стресс был. Очень большой. Я по сих пор, как вспомню, я вот не могу, расстраиваюсь. У него отличные родители были, очень хорошие родители. Он после армии, когда приехал, я его случайно встретила в автобусе. Он вышел и говорит: Ляля Толсотовна, я заплатил за вас. А он был уже в форме вот этого пожарника. Я говорю: ты где сейчас, Хасан? И он говорит: я в пожарной части. Ну, я говорю: молодец, говорю, дал эту бойла. И так мы расстались. И все, больше после этого я его не видела. Спустя много лет Хасан Каев посмертно был награжден республиканским орденом за гражданство и мужество. 1000 жизней были спасены благодаря отваге мужчины. Его подвиг навсегда останется в памяти чеченского народа. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Алисан Кацулов, Сайдамин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. И напоследок, спортсмены из Чеченской Республики приняли участие во всероссийском турнире по самбо на Кубок командующего ВДВ страны. Соревнования, посвященные памяти военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО, прошли в городе Иваново. Участие приняли более 200 атлетов из 44 субъектов. Материальную помощь в организации мероприятия оказал и региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Такие соревнования – это одно из мероприятий, которые проводятся и в городе Иваново, и по всей стране.
мероприятие увековечивает память наших ребят, которые нам дают возможность сегодня спокойно жить, заниматься своим трудом. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.